Добрый вечер, это ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. С вами Светлана Кадырова. Еще раз приветствую всех наших телезрителей. И напоминаю, что это экспертная площадка, на которой наши эксперты отвечают на вопросы телезрителей. Мы разговариваем, даем ответы на все вопросы, касающиеся коронавируса. Мы уже говорили о вакцинации. Тема сегодняшней программы звучит, наверное, более узко. Ревакцинация. Когда, почему и кому? Об этом мы сегодня разговариваем с нашими экспертами. Я с удовольствием их представляю. Дмитрий Владимирович Лопушов, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Добрый вечер. Владимир Алексеевич Анохин, заведующий кафедрой детских инфекций Казанского медицинского университета, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям у детей Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Эдуардовна Кравченко, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней Казанского медуниверситета. Здравствуйте. И Айдар Вакилович Багаудинов, Сегодня на пресс-конференции, которая традиционно проводится в Татаринформ, сказали о том, что количество вакцинированных, темпы вакцинации, скажем так, остановились и замерли на 7 тысячах человек в сутки. Хотя мы еще месяц назад фиксировали достаточно рекордный показатель. Стабильно было 11-12 тысяч, доходило до 18. И вот сейчас вдруг на вот этой волне, когда и желающих вроде бы не так много, много сомневающихся, есть достаточно антипрививочников, мы начинаем говорить о ревакцинации. Люди еще к вакцинации не привыкли, а сейчас мы должны убедить их, что нужно ревакцинироваться. И через полгода. Почему мы в начале пути вообще не знали, что такое ревакцинация? Как это получилось, Дмитрий Владимирович? Ну, опять-таки, нужно понять, что в начале эпидемии и была идея, что вакцинация закончится, то есть мы всех провакцинируем, и, соответственно, с ковидом мы простимся. К сожалению, вот те мутации вируса, которые проходят, то есть так называемый штамм дельта появляется, скорее всего появятся и другие штаммы, то есть говорит о том, что требуются дополнительные ревакцинирующие дозы. И поэтому вот принято было решение, то есть проведение повторной вакцинации, причем я как бы не люблю слово ревакцинация, то есть именно повторная вакцинация. То есть, соответственно, она сейчас в настоящий момент в республике проводится. Давайте сейчас мы попробуем понять, в каких случаях, когда кому необходимо делать повторную вакцинацию. То есть возьмем тех людей, более 951 тысяча привились первым компонентом, да, более 500, по-моему, вторым. Вот почти 500 000 человек, которым фактически уже начинается этап для них повторной вакцинации. Как их в этом убедить и какие для этого необходимо иметь тела, антитела и прочие показания? Что можно сказать? Ну, в данном случае мы, в общем, наверное, должны приучить себя к мысли о том, что, наверное, всю жизнь нам придется вакцинироваться против разного рода инфекционных заболеваний. Ну, вот классический пример – это грипп, против которого мы вакцинируемся практически ежегодно. Ну и необходимость ревакцинации, видимо, потребуется сейчас и против коронавирусной инфекции. Вопрос только о том, насколько часто это придется делать, но, видимо, это один из элементов здоровой жизни. Должен быть или должен стать, скажем так, для каждого взрослого человека. Айдар Вакилович, вот насколько сейчас к вам обращаются уже люди с тем, что я хочу ревакцинироваться? Вообще были уже такие случаи или нет? Ну, если говорить о нашей клинике, Республиканской клинической больнице, мы преимущественно принимаем пациентов, у которых есть сомнения, у которых есть заболевания, сопутствующие заболевания. То есть на нашей базе работает Республиканский иммунологический центр, который как раз-таки такие консилиумы проводит в сложных ситуациях. А если говорить вообще в целом о вакцинации, конечно, нужно вакцинироваться и вырабатывать коллективный иммунитет. Наша цель и задача на сегодня выработать максимально коллективный иммунитет, чтобы жить спокойно, как мы жили до пандемии. Пока, к сожалению, вот мы только к этому стремимся, но еще не достигли. Поэтому заболеваемость на сегодня у нас есть, и достаточные цифры, да. И есть и тяжело заболевшие пациенты, и в реанимациях есть пациенты. Поэтому наша цель и задача, конечно же, вакцинироваться всех лиц на сегодня старше 18 лет, которые не имеют противопоказаний. Ну вот мы вакцинацию достаточно сложно все равно проходим. Очень большое, скажем так, профилактическая работа, объяснения, лектории и так далее, и так далее. То есть специалисты выезжают, эксперты, но достучаться невозможно. Те, кто хотел привиться, уже привились. Я так понимаю, у нас поэтому, возможно, остановились темпы вакцинации, да? Те, кто хотел? Скорее всего, на самом деле так, кто хотел, кому это было надо в силу каких-то причин, то есть они все прошли вакцинацию. Сейчас остались и те, которые явные противники, и те, которые еще находятся в поиске решения.
Как вы считаете, Ирина Эдуардовна, вообще реально вот сейчас от вакцинации, уже к ревакцинации заставить идти, не то что заставить, а говорить о том, что нужно идти снова? Насколько это сложно сейчас нам будет? В определенной мере это, конечно, обосновано. Это не решение там только России или Российской Республики Татарстан. Это вообще рекомендация Всемирной организации здравоохранения. И было уже много исследований проведено, которые показали, что титр антител после вакцинации где-то начинает снижаться к 3-му месяцу. Есть угроза того, что через полгода он просто снизится. И как бы вот в связи с этим и было принято решение о рекомендациях проводить повторную вакцинацию в имеющихся эпидемиологических условиях, именно в имеющихся, когда идет высокая заболеваемость коронавирусной инфекции. Возможно, когда ситуация изменится и заболеваемость пойдет на нет, повторная вакцинация будет иметь другие рекомендации, может быть, через год или как-то, но это покажут исследования. На сегодняшний день, кроме Российской Федерации, повторная вакцинация проводится в Соединенных Штатах Америки, в Британии, сейчас начинается в Италии, в странах Латинской Америки. То есть это рекомендация, которая выполняется по всему миру. Все-таки прежде чем идти, наверное, на ревакцинацию, многие задаются вопросом. Во-первых, я уже переболела, я уже потом привился, большинство таким образом уже успели это сделать, и проверяют титр антител. То есть вот, у большинства людей он уже высокий после прививок. Является ли высокий титр антител противопоказанием к повторной вакцинации, либо мы вообще не реагируем на антитела и идем вот по графику раз в полгода, там, с 4 июля по 4 января, или как там получается? Ну, ориентироваться на титр антител нет необходимости. То есть, во-первых, все эти тест-системы на сегодняшний день, которые есть, они сейчас, слава богу, стали стандартизованы в одних и тех же единицах. Но в любом случае, пока нету официально признанного защитного титра антител, и с учетом вот распространяющего штамма Дельта, работает правило: антител не может быть мало, не может быть много. То есть их должно быть как можно больше. Поэтому ориентироваться на титр антител здесь нет необходимости, тратить на это деньги тоже нет необходимости. Нужно пройти первичную вакцинацию теми вакцинами, которые зарегистрированы, и, соответственно, через 6 месяцев после второй вакцинации пройти повторную вакцинацию. Лица, которые переболели, выжидают 6 месяцев и, соответственно, вакцинируются. Достаточно сложно. То есть вообще тесты на антитела мы просто не идем и не делаем. Мы просто живем, вот я говорю, от даты до даты следующей прививки. Я правильно понимаю? Фактически так, да, конечно. Конечно. А как же убедиться, что вакцина вот сработала после первых прививок для собственного внутреннего убеждения? Ну, соответственно, у нас есть такое понятие, как национальный календарь, в рамках которого мы вакцинируем против 11 инфекций. Соответственно, против 11 инфекций мы получаем прививки, вакцинируем своих детей. Соответственно, проверяем ли мы титры антител после 11 прививок? Нет, мы это не проверяем. Может, мы не знали еще до пандемии, что вообще такие варианты существуют, кроме врачей? Вакцины – это разновидность лекарственных препаратов, которая применяется для массового применения. Если вакцина разрешена к применению, то с заявленной долей эффективности говорит о том, что антитела выработаются и защита сформируется. То есть это основа иммунопрофилактики. То есть не вакцина, которая не вызывает выработки антител, не защищает, никогда не выпустится в массовое применение. Очень много тех, кто уже заявляет: я переболел, антитела все-таки есть, не трогайте меня, я защищен. То есть все, у меня иммунитет выработан уже после болезни. Вот почему необходима тогда ревакцинация им? И когда? В каких условиях? Но опять-таки, наличие антител не говорит о стопроцентной защите. Значит, он переносит последствия ковида определенно, да? Постковид тот же самый. Да, от какого дня считать? Меняется в значительной мере эпидемиологическая ситуация, что, собственно говоря, и определяет восприимчивость человека. Но вот даже я говорю, что вот мы с коллегами обменивались впечатлениями, но вот уровень привитости, пусть никого не смущает, что сейчас, несмотря на то, что продолжается достаточно активная вакцинация и даже ревакцинация, общий уровень заболеваемости достаточно высокий, да, и он держится на высоких показателях, но это все результат того, что вот эта вакцинация, ну, в силу вполне понятных причин, она стала проводиться в разгар фактически этой пандемии. И ожидать, что это будет такой обрывающий эффект, в общем, не приходится. Ну вот и для сравнения, скажем, цифры, например, той же самой Германии, где провакцинировано уже более половины
населения, где тоже наблюдается подъем заболеваемости, а заболеваемость – это природное явление, против которого, наверное, можно бороться только таким вот образом. Так вот, там, по данным статистики, по-моему, 80 или 84 миллиона человек. И вот зарегистрировано 2120, по-моему, заболевших, и умерших 4. Но я думаю, нашу российскую статистику знают все. Вот. Здесь, в общем, сами по себе цифры говорят о том, что общий уровень привитости у нас существенно ниже, поэтому мы имеем и повышенную заболеваемость, и, к сожалению, смертность. Такое тоже повышенное. В США в сентябре, по-моему, тоже начинают, да, ревакцинацию. Это вот вопрос о тому, что западные вакцины лучше, в общем-то, вроде тоже, да, ответ вполне логичный, если я права в этой ситуации. Как мы сегодня можем оценить тоже эффективность вакцин? Эффективность вакцины, во-первых, оценивается не только по развитию заболевания после вакцинации, но и по тем показателям, которые активно мониторируются. То есть это снижение смертности от заболеваний. Да, можно переболеть, но, соответственно, это протекает в легкой форме, средне-тяжелой, и, соответственно, это не приводит к той повышенной летальности, которую мы регистрируем. Поэтому нужно говорить это и об этой стороне вакцинации. Заболеваемость – это да, ну и, конечно же, снижение смертности. То есть те примеры, о которых говорили, то есть да, заболеваемость регистрируется, но люди перевитые, соответственно, они переболевают в легкой степени, в средне-тяжелой, и, соответственно, дальше продолжают активно работать, жить и трудиться. Мы сейчас прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключайтесь. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры». Сегодня говорим о ревакцинации, для кого она, кому она, когда полагается. И вот остановились на одном из таких популярных вопросов. К нам приходит в социальной сети ТНВ. Почему не сделать вакцину, которая была бы более эффективна против штамма Дельта? Почему мы получаем старые вакцины, если ситуация так быстро меняется? То есть даже от гриппа мы придумываем каждый год под новые штаммы. То есть, может быть, вот это тоже может как-то повлиять на вопрос ревакцинации, готов ли человек идти повторно делать прививку? Я хочу сказать, что публикации, вот, собственно говоря, производителей вакцины, они свидетельствуют о том, что, несмотря на вот эти мутации, да, изменчивость коронавируса, она не очень высокая. И, по сути дела, не сильно влияет вот эта, значит, выработка антител на, вот, на изменчивость штамма, не сильно влияет на выработку антител в результате вакцинации. Исследования в отношении «Спутник Ви», безусловно, проводились в отношении эффективности относительно штамма Дельта, да, и те данные, которые были опубликованы, показали, что 83% эффективности этой вакцины в отношении штамма Дельта. Собственно говоря, и зарубежные вакцины также исследуются на эффективность в отношении штамма Дельта, и примерно одинаковая эффективность. Поэтому даже высказывается предположение, что, собственно, больших изменений в моделировании этой вакцины, может быть, и не появится. Вот и сравнительные исследования изменчивости коронавируса и вируса гриппа, они показывают, что вирус гриппа гораздо изменчив, чем коронавирус, COVID-19. И, собственно, мы ежегодно меняем, да, состав, вакцинальный состав гриппа. Да, вот это объясняется тем. По коронавирусу пока у нас просто недостаточно данных, наверное, это будет позже, но, тем не менее, уже данные об эффективности в отношении дельты есть. Ну вот мы говорим сейчас, тогда ревакцинация. Будем ли мы смотреть, какими вакцинами необходимо проводить повторную вакцинацию? Может быть, тогда вот ситуация оставляет только прошедшие исследования вакцину, скажем так, которая показала свою эффективность против штамма Дельта. Если мы так меняемся, остальные вакцины исключать уже из списка? Будет ли какая-то модернизация, реорганизация, как это правильно назвать? Наверное, будут какие-то публикации, которые пояснят эту ситуацию, но опять-таки вот общие публикации говорят, что коронавирус, который, ну, в общем-то, изменчивость коронавируса, ну, она есть, но не настолько значима, чтобы серьезно менять состав вакцины.
Дмитрий Владимирович, какими вакцинами на повторную вакцину? За каким препаратом? Вакцины, те, которые у нас зарегистрированы в Российской Федерации, их 4. То есть, соответственно, все они могут применяться для повторной вакцинации. То есть это спутник Ви, то есть это Ковивак, это Эпивак и, соответственно, еще 4-я вакцина, ну это фактически небольшая разновидность спутника, это спутник Лайт. Все они разрешены к применению для повторной вакцинации. Разница в чем? Все первые 3, это Эпивак, Ковивак и спутник Ви, применяется двукратно, то есть это повторная вакцинация, фактически это 3-я и 4-я прививка. Спутник Лайт применяется однократно. Но спутник Лайт все-таки рекомендуется для переболевших, у которых уже антитела были. То есть это как бустерная доза для подстегивания иммунитета. Вообще, какие комбинации тогда возможны? Вот я привита спутником Ви. Мне через несколько месяцев на ревакцинацию. Любые комбинации. Это аналогичная ситуация, она и наблюдается, скажем так, в практике детских врачей. Там тоже большой, широкий выбор разного рода вакцин против тех инфекционных заболеваний, о чем говорил Дмитрий Владимирович, существует. И тем не менее, значит, на сегодняшний день мы можем выбирать любую комбинацию этих вакцин, все они будут эффективны. Они все проверены. К сожалению, там по, скажем, Эпивак и Ковивак пока не так много публикаций, которых хотелось бы. Но, тем не менее, в данном случае и по заявлению Министерства здравоохранения Российской Федерации и Роспотребнадзора России, все эти вакцины могут быть с успехом использованы. То, что вот исследований не хватает, да, и... Пока этот момент вызывает определенного рода дискуссии на этот счет. Но я думаю, что это вопрос времени. Буквально, наверное, неделями или месяцами появятся такие публикации. Во всяком случае, в специальной литературе об этом говорится. Ну, потому что очень их ждем. Вот по опросам Левада-центра в июле 54% опрашиваемых респондентов заявили, что не готовы прививаться отечественной вакциной. Кто-то посчитал, что в сети 7 миллионов фейков о коронавирусе. Каждый третий из них как раз против прививок. То есть, и вот мы при вот таком вале информации 7 миллионов фейков, не имея полноценных публикаций и исследований, хотим убедить людей идти на повторную вакцинацию. Что нужно здесь менять? Да менять особенно не нужно. Мы можем, я думаю, что здесь все присутствующие достаточно ответственно сказать о том, что это действительно вот такая прорывная вакцина у нас. Это предмет гордости российской, во всяком случае, та вакцина, которая бы сделана. Наверное, мало об этом говорим. Мы привыкли как-то все время равняться на какие-то западные вакцины, на какие-то западные препараты. Это уже какая-то традиция, скажем так, сложившаяся. Но то, что касается вакцины «Спутник Ви», это, безусловно, такая прорывная, эффективная вакцина, которая, собственно говоря, во всяком случае, по моим впечатлениям, не то что не уступает, она даже опережает зарубежную. Айдар Вакилович, как вы думаете, почему вот такой информационный вакуум для многих, да, существует по экспертной литературе, по экспертным публикациям? И то, что мы сталкиваемся с таким количеством фейков, и оттуда проблема у нас как и с вакцинацией, так и тем более с ревакцинацией, к которой мы сейчас идем. То есть эта работа с нуля начинается фактически. Я полностью согласен с коллегами. Действительно, недостаточно информации, недостаточно ответов на те вопросы, которые есть у жителей, показаниях вакцинации. Да? Даже вот сейчас, если говорить, сравнить прошлый год и 2021 год, мы видим тенденцию того, что заболеваемость высокая не только у лиц старше 60 лет, и, следовательно, смертность, да, и есть сейчас наблюдение того, что эта коронавирусная инфекция, она поражает и средний возраст, и молодых людей. Поэтому очень важно об этом говорить и объяснять, что сейчас коронавирусная инфекция, она никого не щадит. Поэтому единственный такой достоверный способ себя обезопасить, а в первую очередь обезопасить свое окружение, конечно, вакцинация и достижение коллективного иммунитета. К сожалению, пока мы не достигли его. То есть коллективный иммунитет — это о чем? Что вот мы, находясь 5 человек здесь в студии, то есть должны четверо вакцинированы быть, то есть 70-80%. Пока, к сожалению, мы не достигли этих цифр, и поэтому не видим этих результатов, которые есть, например, в европейских странах. А если говорить о вакцинации, тоже вот часто информация, то, что я был вакцинирован условно,
заболел. Это вполне возможно. Мы говорим, что вакцинация, она исключает, минимизирует плохие исходы, тяжелые течения, реанимацию и так далее, да? А заболеть вполне легкое, среднее течение, это возможно. Но это при любой вакцине от любого конечно, заболевания. да, То есть, Это надо понимать, стандартное. да, это надо понимать. Если говорить о вакцинах выбора, конечно, все они зарегистрированы, прошли все этапы исследования. Но у спутника действительно больше исследований, потому что он самый первый, который появился. Если говорить о спутнике Ви, это вакцина для тех, кто еще не переболел, то есть двухэтапная вакцинация. Если говорить о спутник Лайт, который буквально недавно появился, да, это для тех, кто уже был привит, то есть ревакцинации, повторной вакцинации, либо те лица, которые переболели и через 6 месяцев должны повторно пройти вакцинацию. И надо понимать, что иммунитет, он не постоянен. И периодически, вот пока 6 месяцев, да, мы ставим себе срок ревакцинации, то есть надо периодически вакцинироваться и обезопасить себя и окружающих от пандемии. Откуда По вот спутнику это... Лайт там да. даже делается такое замечание. Там рекомендуется вакцинировать лиц от 18 до 60 лет. Спутник Да, Лайт. ограничение. спутник Лайт, да. Хотя нет никаких противопоказаний по этой вакцине или отводов для лиц более старшего возраста, но показания определены вот этой Но она возрастной привлекает группой. тем, что она однокомпонентная. Однокомпонентная, конечно. Ну, это, наверное, временные ограничения, Временные, я потому думаю, что что просто ограничения. недостаточно Очень исследований. исследований на Сейчас этой уже возрастной начали группе. вакцинировать и подростков с 12 до 17 лет, и я думаю, скоро показания к Расширит вакцинации показания. расширятся, и будут уже вакцинировать подростков, так как делается в европейских странах. Поэтому мы идем по такому логичному пути набора информации. В той ситуации, в какой мы оказались, вакцины действительно были быстро синтезированы и сделаны. И сейчас идет третья фаза клинических исследований практически по всем вакцинам, которая нам позволит узнать эффективность, действительно на научном таком уровне уже эффективность вакцинации. Я думаю, что это будет очень хорошим, убедительным таким фактом для вакцинации населения. Но думать некогда. На самом деле сейчас нужно действительно донести информацию о том, что вакцинироваться нужно. Вакцинироваться нужно. Это единственное, что может реально повлиять на эпидемическую ситуацию Давайте при уже массовых вспышках инфекционных заболеваний. Уже надо говорить ревакцинироваться, повторно вакцинироваться. и Нам нужно уже вакцинироваться, и слоганы ревакцинироваться, увеличивать и безусловно, менять. да. А вот самый такой оптимистичный прогноз, если возможно, Дмитрий Владимирович, когда мы достигнем коллективного иммунитета в первичной вакцинации и каковы, не знаю, хотя бы до конца года, какие шансы по процентам в ревакцинации? Давайте все-таки так будем называть. Ну, у нас есть определенные математические модели. То есть, если мы будем проходить первичную вакцинацию вот теми темпами, которые у нас сейчас есть, коллективного иммунитета мы достигнем к марту 2022 года. Это очень-очень и очень поздно. То есть те данные, которые говорят о том, чтобы для того, чтобы завершить вакцинацию к сентябрю, а мы уже, скорее всего, это не сможем сделать, то есть мы должны в среднем вакцинировать около 30 тысяч в день. Только тогда коллективный иммунитет сформируется у нас к 1 сентября. То есть эти цифры, мы, как здравоохранение, готовы к этому. 163 пункта вакцинации готовы работать круглосуточно при необходимости. То есть медицинские работники готовы. Работаем и субботу, и воскресенье. К сожалению, поток в субботу, воскресенье снижается до единичных значений. Но это еще и лето. Поэтому Давайте как бы мы вот это сезонный фактор. вот такие данные, которые есть. То есть это в феврале 2022 года, это очень поздно. А повторная вакцинация, ну это еще можно Я говорить. просила оптимистично, Дмитрий Владимирович. Оптимистично это 1 сентября. Если 1 мы сентября. все дружно соберемся и буквально с завтрашнего дня придем на пункты вакцинации. Для первой или повторной Для вакцинации? первой вакцинации. Звонок в студию. Хотя Добрый бы для вечер. первой, Да, да. добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос, госпожа и господины. А вы сами вакцинировались все? Давайте поднимем руку. Обязательно. Все. Кто провакцинировал? Коллективный Спутник Ви. иммунитет в студии, он есть. 100%. Да, коллективный иммунитет, да, по крайней мере, здесь мы этого И достигли. сами, и окружение вакцинировали. И окружение. Да, Семьи. Семьи все. все Абсолютно. в семье Все вакцинированы. в семье, кроме детей. Да, Вот, Ну, кроме детей, Мы конечно. действительно время. в этом убеждены. Сейчас, все-таки, если коротко, в завершении программы, чтобы мы, что сейчас нужно сделать все-таки, чтобы убедить, достучаться не только о первичной вакцинации, но здесь нужно сделать еще больше,
чем первый этап, который мы с вами прошли. Что для этого необходимо, Дмитрий Владимирович? Значит, Как вы видите? проявить инициативу и прийти на вакцинальные пункты. То есть те, кто еще не сделал, это прийти на первичную вакцинацию. Те, кто переболел, дождаться 6 месяцев, прийти на первичную вакцинацию. У тех, который прошел срок 6 месяцев после второй прививки первичной вакцинации, соответственно, как бы принять решение, потому что вакцинация у нас добровольная, и поэтому человек должен сам принять свои решения, ну и помнить о том, что именно он несет ответственность и коллективную. То есть это самое важное. Владимир Алексеевич, Мне вы? кажется, не надо делать проблемы из этого явления. В общем, это достаточно такая будничная ситуация проведения вакцинации, ревакцинации. Вот это все как-то так облекается в какие-то одежды достаточно какие-то строгие, опасные и так далее. Нет, в реальности это не так. И, скажем, опасности на дорогах, на автомобильных Гораздо наших, больше, знаете, гораздо чем больше, это. чем. Да, если очень коротко, только Айдар Вакилович. и Ирина Я бы Эдуардовна. дополнил, да, что важно, да, вот часто задается вопрос, есть сопутствующие заболевания, и боятся вакцинироваться. Я бы наоборот сказал, у кого имеет сопутствующие заболевания, они первые должны Он первый вакцинироваться. должен Да. стоять. Период ремиссии, когда нет острого периода заболевания хронического, обязательно надо идти вакцинироваться, потому что эта группа, она попадает В зоне риска, да, самое. на высокий риск. Ирина Эдуардовна, коротко. Коротко. Работаем в среде врачей и медицинских работников, которые все привили, и не видели никаких особых побочных эффектов. Не надо бояться вакцинации. Нужно задуматься о своей социальной ответственности. Когда вы заболеете, вы можете инфицировать своих самых родных и близких. И мы все должны нести эту социальную ответственность, поэтому выбор один – идти и вакцинироваться. Все, благодарю всех экспертов, благодарю всех зрителей. Встретимся с вами уже в понедельник в 20:00 и будем говорить о новых штаммах. Всего доброго, до свидания.